начале лета Русское географическое общество и аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан запустили новый проект «Уральский барс». Чтобы стать его участником и получить звание «Уральский барс», нужно совершить восхождение на 7 обозначенных вершин Южного Урала высотой 1000 и более метров. Одна из них – гора Рассыпная, которая находится недалеко от города Белорецка. Недавно съемочная группа программы «Моя планета Башкортостан» совершила на нее восхождение. Высота 1070 метров. Вроде немного, если сравнивать с Эльбрусом или Эверестом. Но даже здесь, на вершине Рассыпной, голова кружится от впечатления, что ты находишься на крыше мира, и перед тобой, как на ладони, все главные хребты Южного Урала. Вот Большой Еремель, а вот Ямантау. Даже в июле на его вершине сохраняется снежная седина. Главная задача проекта «Уральский барс» – приобщить как можно больше туристов, жителей и гостей республики к активному воскресному отдыху, показать и научить их ценить красоту родного края. И сложного в этом для подготовленного человека почти ничего нет. Из Уфы наша маленькая экспедиция выехала в 8 часов утра. В 12 мы были уже в деревне Шушпа на учебно-тренировочной базе аварийно-спасательной службы МЧС, откуда и начали свое восхождение на Рассыпную. Надоедливые комары, клещи, переправа через ледяную воду реки Шушпа, крутой подъем через лесную чащу. В принципе, это может выдержать каждый. Но все эти лишения на пути с лихвой компенсируются ощущениями на вершине. Мы сделали это! Кстати, по словам местных жителей, желающих подняться на вершину Рассыпной в последнее время стало больше. Видимо, объявленный Русским географическим обществом конкурс стимулирует туристов. Звание «Уральский барс» и номерной нагрудный знак – хороший приз. Но главное, конечно, не в этом. Вот когда поднимаешься на такие горы, то есть достигается сразу несколько целей. Во-первых, это потрясающие виды, незабываемые впечатления. Во-вторых, нужно проявить немалую физическую выносливость, чтобы покорить даже вот 1000-ю вершину. Даже человеку, может быть, с какой-то физической подготовкой это нелегко. Ну и в-третьих, это дружба, укрепляется дружба вот, состава той группы, в составе которой поднимаешься, это тоже дорого стоит. То есть достигается сразу несколько целей, и это хорошо. Впереди у нашей небольшой группы начинающих альпинистов еще 6 тысячников Южного Урала. Возможно, к нам присоединятся и другие, будем этому рады. Итоги проекта будут подведены в декабре, а условия конкурса и маршруты горных восхождений подробно описаны на сайте башкирского отделения РГО и на сайте Республиканской аварийно-спасательной службы. В рамках объявленного нашей республики Года экологии и особо охраняемых территорий региональное отделение Русского географического общества провело масштабную экологическую акцию в Демском районе столицы. В лесопарковой зоне был заложен кедровый парк. Выпускники демских школ, представители предприятий и организаций района, откликнувшиеся на призыв активистов РГО, высадили в парке более 200 саженцев сибирского кедра. Кстати, саженцы закупил и привез на самолете наш земляк, член общественной палаты Югры Митхат Хасанов. Я родился, вырос здесь, в Башкирии. Я служил на границе с Афганистаном. После службы меня направили на ударную комсомольскую стройку в поселке Нижневартовск. Вот с 1971 года я на ударной комсомольской стройке. Вот с тех пор, в то время, кто-нибудь сказал: Митхат, привези, посади кедрачей в Башкирию, да? Вот никто же не подсказал. Вот сейчас мы это решили, как за упущенный пробел, восстановить. На следующий год наш земляк, большой друг природы, планирует привезти в Уфу мальков ценных пород рыб, которых он начал разводить в Ханты-Мансийске, чтобы выпустить их в водоемы Башкортостана. Возраст сибирского долгожителя кедра может достигать 500 лет и более. Но для того, чтобы он стал вековым, ему нужно пройти трудный период роста и адаптации. Даже воду во время посадки саженцев в Деме организаторы экологической акции привезли из естественных природных водоемов.
И за каждым маленьким деревцем был закреплен конкретный активист РГО, любитель природы, житель Демского района. Как приживаются сибирские кедры на башкирской земле? Этот вопрос мы задали председателю местного отделения Русского географического общества, одному из организаторов посадки кедровой рощи Наталье Левушкиной. Проведена была большая масштабная акция 24 мая этого года. На территории Демского района, в лесопарковой зоне Баланово, мы привезли и силами общественников, силами меценатов и экологов-активистов высадили почти 280 корней сибирского кедра и 40 корней каштанов. В данный момент эти кедры находятся на нашей территории уже месяц. Была там недолго, как вчера. На данный момент деревья чувствуют себя прекрасно, и данные погодные условия, конечно, этому очень способствуют. Мы изначально, когда была определена дата посадки и изначально был определен уход, каждое дерево было закреплено за определенным учеником, за активистом, за жителем Демского района. Конечно, у нас были, первоначально были волнения. Ведь основное – это обеспечить уход, обеспечить полив в первые 2 недели, в первый месяц, когда дерево приживается. Но матушка природа нам подсказала выход, и благодаря, конечно, для нас, к счастью, может быть, для уфимцев не совсем к счастью, но данные погодные условия все-таки способствовали. И кедры себя сейчас замечательно чувствуют, а каштаны дали прирост около 20 сантиметров. Программа «Моя планета Башкортостан» будет и впредь следить за сохранностью и ростом сибирских кедров в Демском районе. Надеемся, что в будущем наши потомки смогут наслаждаться чистым воздухом кедровой рощи и восхищаться красотой сибирских великанов. Башкортостан без преувеличения можно назвать родниковым краем. Причем многие наши родники являются уникальными водными объектами, имеющими ценность как памятники природы. Среди них один из самых больших и мощных родников Европы – Красный Ключ, озеро-родник с чистейшей водой Сарва, целебные источники в Красноусольском, дар природы Кургазак, Святой Ключ в Таныпе и многие-многие другие. Исторические родники имеют не только эстетическое, но и экологическое хозяйственное значение. У каждого своя история и легенда. Вот, например, что вспоминает жительница лесного поселка Сарва Раиса Евграфова о своем походе на одноименный родник в праздник Крещения. Вот был один случай. Это было где-то на Крещении, вот где-то в конце 90-х годов, в 98-м, 99-м, где-то вот в таких годах, это точно не помню. Мы с сыном решили утром сходить за водой крещенской. Проснулась я, точно не посмотрела часы, во сколько это было время, я не знаю. И пошла, взяла ведра и пошла одна. Было как-то вроде бы тепло, светло, то есть. Пошла и остановилась вот где-то на пригорке, где-то озеро. Смотрю на озеро. Только хотела спуститься за водой, а тут справа, где-то возле оврага, такой подземный звук, такой страшный, пристрашный, прям вообще такой огромный какой-то, подземельный такой, вот это вой, рев какой-то. Я просто остолбенела от этого жуткого ужаса. Жуткий страх. Меня вообще сковало. Такой жуткий ужас, что волосы на голове пошевелились. Я не могла двинуться даже. Стою, остолбенела. Ни назад, ни вперед. И вот сколько это стояло, это сковал меня этот ужас, я не знаю, какое-то время. Потом как-то я немножко отошла и хотела обратно. Что-то меня подвинуло, что мне надо набрать воды крещенской. Я уже такими окаменевшими ногами, как спустилась, меня трясло буквально все. Набрала воды, а уже как прибежала домой, уже не помню. Издревле возле родников люди проводили какие-то обряды, здесь же происходили и важные исторические события. Однако после появления водопровода многие родники оказались заброшенными, и по сей день они теряют свой первозданный вид из-за захламления и выпаса животных. В прошлом году башкирское отделение Русского географического общества объявило акцию «Живи, родник». У нас все местные отделения
Республики Башкортостан подключились к этой акции. У себя в муниципальных районах, значит, тоже объявили конкурс и взяли шефство над родниками и проводили очистку, субботники и благоустройство родников. По фотоотчетам, которые прислали нам 23 местных отделения, мы видели, что проведена была большая, огромная работа. А в этом году мы акцию эту также продолжаем. И плюс, кроме того, нам будут выделять финансирование Башнефть для благоустройства этих родников. И сейчас идет большая работа по созданию списка этих родников, по созданию эскизов, сметы по благоустройству. И работаем теперь под девизом «100 благоустроенных родников» к столетию создания образования Республики Башкортостан. Главный критерий, конечно, анализ воды должен быть положительно хороший. И желательно эскизы. И родники должны быть посещаемы, иметь какие-то свои интересные истории, легенды. Реализация проекта продолжается и в этом году под девизом «К столетию Республики Башкортостан». Очистить и благоустроить родник равноценно воздвижению памятника, который десятилетиями, а может быть и веками будет радовать наших потомков своей красотой и свежестью. Хотелось бы отметить Янаульское местное отделение, Ермекеевское местное отделение, Кугарчинское, Кушнаренковское, город Агидель, город Сибай, Илишевское, Иглинское, Аскинское. Вот эти местные отделения, они наиболее такую большую плодотворную работу провели. Кугарчинский район, значит, село Вознесенское, например, школьники взяли шефство, 11 родников, у них есть свои интересные названия, и школьники в течение года прослеживают, как не нарушается ли, не засоряются ли этот родники, как происходит, не затаптываются ли, ну, то есть очистку, субботники. Принять участие в восстановлении родников на своей малой родине может каждый своим посильным трудом и вкладом. Пусть это будет даром от нас будущим поколениям. Да и самим напиться чистой родниковой воды рядом со своим домом всегда приятно. В Республике Башкортостан насчитывается более десятка санаториев и здравниц, в которых можно поправить здоровье или просто отдохнуть. По традиции, программа «Моя планета Башкортостан» продолжает рассказывать об этих жемчужинах. Как и большинство из них, расположенный в Аскинском районе санаторий Таныp, что в переводе с башкирского языка означает «узнаваемый», возник на минеральном источнике. А точнее сразу на двух. Первый дает питьевую гидрокарбонатно-сульфатную кальциевую слабоминерализованную воду казанчинскую, по химическому составу идентичную знаменитым термальным источникам Карловых Вар. Второй же – воду с повышенным содержанием сероводорода, наружное применение которой также избавляет от множества хворей. Санаторий этот самый молодой в регионе, он был основан в 2005 году, поэтому неудивительно, что лечебное оснащение здесь по последнему слову медицинской техники. Однако все же большая часть процедур так или иначе связана с минеральной водой, основным лечебным фактором здравницы. На ней базируются такие процедуры, как подводный душ-массаж, который улучшает циркуляцию крови, липидный обмен и обладает расслабляющим эффектом. Орошение десен и головы сероводородной водой, которая также способствует снятию нервного напряжения, улучшению циркуляции крови и угнетению размножения бактериальной флоры. Эффективность проявляется уже после первых процедур, то есть мы уже наблюдаем по отдыхающим, мы назначаем им повторный прием. То есть они один день получают полностью весь перечень наших процедур, дальше они приходят на повторный прием, потому что каждый человек переносит минеральную воду, тоже по-разному. Пожалуй, единственная водная процедура, где не применяется ни минеральная, ни сероводородная вода – бассейн санатория и собственный мини-аквапарк – одно из излюбленных мест отдыхающих здравниц.
Наш бассейн заполнен родниковой водой Алабия. Длина его 25 метров, ширина 10 и температура воды 30 градусов. Также для отдыхающих доступен мини-аквапарк, в него который входит 4 гидромассажные ванны для разных положений тел. Основные медицинские направления санатория – неврологические, ортопедические, дерматологические и другие. Одна из самых популярных процедур – сероводородная ванна. Несмотря на довольно молодой возраст здравницы, слава о ее лечебных процедурах известна далеко за пределами республики. Данил Ахмадулин родом из соседнего с Аскинским Бураевского района. Уже много лет мужчина живет и работает в Новом Уренгое. Работа на севере здоровья не добавляет, делится отдыхающий, поэтому свой отпуск решил провести с пользой. 8-й день уже здесь. 8 дней подряд вот принимаю эту ванну. Мурашки по телу. Больше в воде. И все, ощущение. После выхода только вот как-то облегчение. Впрочем, бренд санатория – лечение солью. Танык – единственная здравница в России, где отдыхающим предлагают сухие солевые ванны. Более того, данный метод запатентован санаторием. Процедура представляет собой частичное и полное закапывание в обычную соль крупного, среднего и мелкого помола, нагретую до определенной температуры. Несколько сеансов солевых ванн способствуют лечению болезней опорно-двигательного аппарата, гинекологических и урологических заболеваний. Мы советуем уже минимум 5 процедур, но если желающие, отдыхающие, 10 процедур уже принимают спокойно. Некоторые отдыхающие у нас уже чисто из-за нашей соли приезжают. Она у нас тепловая, от 38 до 42 градусов. Соль солилецкая, засыпаем полностью все тело. Все тело пульсирует, все вытягивает. Очень хорошая процедура. Стоит отметить еще одну процедуру – подводную вытяжку позвоночника. По статистике, теми или иными проблемами, связанными с позвоночником, страдают практически все люди старше 20 лет. При подводной вытяжке пациент прикреплен к специальной платформе, которая погружается в бассейн, заполненный теплой водой. Вытяжение происходит строго индивидуально, при этом улучшается лимфа и кровообращение позвоночного столба. Восстанавливается упругость межпозвоночных дисков, освобождаются сдавленные нервные окончания. Автоматизированное погружение позволяет минимализировать вертикальную нагрузку после вытяжки, поэтому осложнение сводится к нулю. Процедуры безболезненные, приятные. После процедур на второй день уже обычно отдыхающие отмечают облегчение, легкость при подъеме с постели уже многие, которые страдали много лет до этого скованностью. В целом для расслабления нервной системы и улучшения кровоснабжения органов в санатории используются и ряд высокотехнологичных тренажеров и аппаратов, таких как аппаратный лимфодренаж, помогающий вывести из организма лишнюю нимфу, японский физиотерапевтический комплекс для глаз, включающий в себя магнито-, вибро- и баротерапию, массажер для ног, воздействующий на акупунктурные точки на стопах. На эту процедуру Сергей Путинихин, врач в 3-м поколении, пришел вместе со своей дочкой. Мужчина уверен, отдых должен быть прежде всего полезным. Вот тот спектр услуг, который на сегодняшний день здесь представлен, он, я считаю, отвечает более интересен для жителей республики. На вооружении здравницы иглотерапия – древнейшее искусство исцеления практически любой хвори воздействием на особые точки организма. Герудотерапия или лечение пиявками, также помогающая при многих заболеваниях. Одна из последних медицинских разработок – внутривенное лазерное облучение крови, метод воздействия на кровь низкоинтенсивным лазерным излучением, который способствует коррекции клеточного состава и повышению иммунитета. Стоит отметить озонотерапию – лечение озонокислородной смесью, при котором в организм вводится дополнительный кислород, способствующий улучшению сердечно-сосудистой системы и предупреждающий развитие сахарного диабета и укрепляющий опорно-двигательный аппарат. Но, пожалуй, самый интересный из всего арсенала санатория метод лечения – карбоксотерапия. При его применении в подкожной ткани с помощью инсулиновой иглы вводится чисто медицинский осушенный углекислый газ. Ездили в Карловы Вары, Чех, который у них из первых она идет как базовые, входит в санаторную курортную карту иглоукалывания и минеральная вода. Мы, естественно, предприняли и начали
у себя усваивают. Немалую роль в оздоровлении отдыхающих играет и другой ценный фактор лечебницы – природа и чистейший свежий воздух. Причем это не просто слова. В радиусе 200 километров вокруг Здравницы нет ни одного завода или промышленного предприятия. Зато есть зеленое море. Так здесь называют бескрайние густые леса, которыми окружен Танып. Экологически чистая обстановка послужила одной из причин создания на территории Здравницы собственного подсобного хозяйства. Мы выращиваем зелень, раннюю зелень. Это у нас петрушка, редис, базилик, укроп. Выращиваем, значит, с прошлого года мы начали выращивать помидоры черри, огурцы. Помимо салатов и блюд, в рацион отдыхающих входит много других яств. На выбор здесь предложены две схемы питания – шведский стол и заказное меню, составленное по желанию и с учетом особенностей здоровья отдыхающих. Все блюда диетические, но если есть отдыхающие, которые по системе сахарный диабет на 9-й стол, мы тоже после операции бывает, тоже мы подбираем им столы, которые им более подходят. Среди прочих, в Здравнице есть одна процедура, рекомендованная для всех – стакан минеральной воды за полчаса до приема пищи. Благо, бювет расположен прямо напротив столовой. Впрочем, насладиться целебной водой из казанчинского источника могут не только отдыхающие Здравницы. Несколько лет назад руководством санатория было принято решение открыть цех по разливу минеральной казанчинской и родниковой воды Алабия. Алабия у нас это источниковая вода, родниковая первой категории. Разливаем и газированную, и без газа. 1,5-литровая, 0,5-литровая. В Таныпе для комфортного проживания к услугам отдыхающих доступно многообразие номеров, каждый из которых спроектирован индивидуально. Мы хотели бы, чтобы наши отдыхающие приняли такие номера, могли заселиться, которые восприимчивы им, какие они нам нравятся. Есть номера, которые одноместные, двухместные, полулюксы, люксы, семейные. Вот эти номера, они изумительны. Неудивительно, что такой многопрофильный санаторий, как Танып, был выбран для проведения конференции врачей-кардиологов из Республики Башкортостан и соседних регионов, на которой были подняты вопросы новейших методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Конференция – это возможность поговорить с коллегами, обсудить очень важные вопросы. У нас ежегодно фактически происходит изменение многих наших подходов к диагностике, лечению заболеваний сердца. И это мы обсуждаем с нашими коллегами. Подытожим, санаторий Танып – уникальная здравница в едином пятиэтажном комплексе, объединившем в себя жилой, лечебный центр и центр досуга и столовую. Дипломы и медали различных конкурсов и форумов лишь подтверждают высокий статус учреждения по уровню отдыха и лечения, не уступающего именитым зарубежным оздоровительным курортам.